из мусорника. Но почему я это делаю? Я бомж. Я тоже бомж. Отойди. Но почему? Я расскажу историю. Когда-то мы встречались. Но один раз мы разговаривали с своим другом. О, да, обожаю эти времена. Когда я посмотрел в окно, то увидел... Пойдем, сынок. А куда? К бабушке. Я тебя там оставлю. Когда я это увидел, я пойду на секунду. Хорошо, иди. То побежал быстренько, но пытался бежать тихонечко, на цыпочках. Я побежал, но тут же остановился, чтобы они не заметили, что я здесь есть. Вот, я даю тебе. А ты куда идешь? А? Говори, доченька, скорей. Я иду в кино со своим мужем. Хорошо, я послежу за сынком. Только смотри, не попадись в глаза своему типа-рэбу. И то останешься без бантиков на всю жизнь. Я побежал. Пока, мам. Пока. Я бежал, я сразу же присел на скамейку, чтобы она думала, что я ее долго ждал. Пойдем. Скорее набернуться. А оказывается, я забыла вам сказать, она была моей начальницей по работе. И когда я ей это все высказала, Алиса! Когда я... Отстань от меня. Я знаю, ты меня не любишь. Ты используешь меня только для того, чтобы я тебе дарил дорогие подарки. Это не так, милый. Отойди. Я видел все. У тебя есть сын, муж, и он же мой друг. Но теперь мы не друзья. И с тобой тоже. Ах так? Раз так, то я тебя увольняю. И позаботишься о том, что ты навсегда был бомжом. Иди. Нет, стой! Нет! Смотри, сын. Вот как можно стать бомжом. Я тебе рассказывала историю. Вот он, теперь есть из мусорника. Ладно, иди, я поговорю с ним. Хорошо, мам. Папа! Знай, это все из-за твоей глупости. Можно я начну все снова? Только... Ладно. Я подумаю. Ладно, все, я принимаю решение. Все-таки я тоже в чем-то виновата. Никогда не пытайтесь такое сделать. Это очень плохо. Это просто ужасно. И осознавайте то, что вы виноваты, а не кто-то другой. Так вам будет намного комфортнее. И помните пословицу: относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы так относились к вам. До свидания!